Здравствуйте! С вами «Кинолетопись Якутии». И сегодня гость студии Александр Яковлевич Добрынин, директор киностудии «Ракурс», создатель многих фильмов о Якутии и в том числе об авиации Якутии. Скажите, пожалуйста, вы много лет занимались совершенно другой работой, организацией концертов, вы работали в филармониях разных. И вдруг возникла тема авиации Якутии. Вот почему? Объясните. Ну, я ушел из филармонии. Олег Романович Гоголев говорит: давай сделай киностудию, все, будешь снимать, у тебя же есть способности. И я создал киностудию и начал заниматься съемками. Привлек операторов многих, очень хороших. И начали работать. И так работали мы с 2000 года. Начали работать. Вот и сняли там примерно где-то 30 фильмов только об авиации Якутии. Вот так. Вам же наверняка приходилось встречаться с очень интересными людьми, которые были в воздушном транспорте Якутии, скажем так, не последними. Вот кого вы можете назвать? Ну, конечно, в первую очередь это Михаил Егорович Васильев, председатель Рискома профсоюзов. Он очень много-много сделал для создания фильмов об авиации. Вот. Потом там очень много интересных людей. Но я их знал еще раньше, по предыдущей работе, потому что все равно были мы связаны с авиацией. Вот. Это и Александра Васильевна, и Чекмарев, и Членов Владимир Михайлович. Вот. Алексеев, зампредседателя правительства нашего, тоже очень много помогал в создании. Корякин Андрей Васильевич, вот тут он был генеральный директор и сейчас зам генерального директора полярной авиации. Илларионов Андрей Аркадьевич, Тарасов. Очень много людей, которых руководителей, замечательных людей, которые всегда шли навстречу и помогали все вот это вот снимать. Без них бы это вообще... Вот. Ну, и у меня есть друг, который не любит, когда я называю его фамилию, очень-очень замечательный человек, который очень помогал мне. И так что вот много людей. Всех их просто невозможно назвать. Ну и наверняка вам приходилось очень часто летать по республике. Да, приходилось очень много летать. Потому что, в общем, я облетел всю Якутию, не только Якутию, но и в другие регионы мы летали для съемок фильма об авиации. Ну, никогда накладок с авиацией не было всегда. Даже вот я помню, в Ленске мы сидели, вообще была непогода, и самолетов не было. Я позвонил в Якутск, и самолет, который шел с Иркутска через Алекпу, он завернул в Ленск, и нас двоих с оператором забрал. Вот они до того вот молодцы, вот авиаторы, что они они считали своей группой нас, и поэтому они все шли на все наши просьбы. Вот сейчас мы с вами смотрим кадры из фильма «Полет сквозь время». И, знаете, вот история авиации, конечно же, подразумевает еще и знание самой вот этой истории. Кто-то помогал вам, допустим, да, вот в написании сценариев, в определении темы. Ну, вообще, когда я создаю фильмы, я вот договариваюсь с заказчиком, так сказать. Я всегда выясняю все о заказчике, о его, что он хочет, как, что, потому что у меня складывалась картина в голове, и у меня уже складывается, что примерно будет. Конечно, сразу же я даю задание, прошу, вернее, не даю, прошу моего постоянного сценариста, это Олега Романовича Гоголева, и второй человек, и, может быть, первый, это Негембли Иван Ефимович. Я к нему, без него авиацию снимать невозможно, потому что он энциклопедия авиации, он действительно историк авиации, и без него вообще было бы невозможно. Ну, этот фильм я полгода сидел, до съемок я полгода по архивам ходил, сидел, копался там, вообще уже в архиве стал свой человек, там мне такие там документы доставали, вообще говорят, это нельзя, ну ладно, вам дадим, посмотрите, снимите копию. Вот потом, чтобы, например, сделать даже там кусочек, там несколько секунд аппарат, там телеграмма идет. Сейчас же все по-другому, и тогда тоже было по-другому.
Ну, в музее связи я нашел аппарат, который был, ну, не очень старый, но старый. Но он мне был не рабочий. Так мне пришлось найти механиков, договориться с ними, а они этот аппарат сделали, он начал работать, и так вот мы сняли вот эту вот телеграмму из Москвы в Якутск. Ну, конечно, это вот и воспоминания стариков, как так сказать, авиатора. Вот так вот. Трудный был фильм, но 2 части мы сняли. Ну и еще, конечно же, эта страница истории авиации Якутии – это Алсип. И вы тоже снимали ведь фильм на эту тему. Да, 2 фильма снимал. Тоже трудно было, но да вообще не трудно. Или трудно, я даже сам не знаю. Ну, работали, также в архивах копался, также все. Ну, главное, что я же в кинохронику приходил. Я тут всех замучил, вас в том числе. Вот, я всех просто просил, дайте мне хронику, мне мало, дайте. Сидел, смотрел, надоедал, вам отвлекал от работы, потому что без кинохроники, ну, где хронику взять? Только у вас. За годы войны через Якутск были перегнаны на фронт из Аляски 8094 самолета, свыше 1000 бомбардировщиков А-20 «Бастон», 2640 истребителей «Аэрокобра», 725 бомбардировщиков Б-25, 705 транспортных Си-47. Не обошлось без жертв. Особенно в первые месяцы освоения трассы. 14 октября 1942 года у деревни Марково погибли лейтенант Новогородский и капитан Шведов. 18 октября пропал без вести младший лейтенант Федоренко. 17 ноября при катастрофе самолета Ли-2 погибло 20 человек. Скорбный список павших велик. Да и как могло быть иначе? Но зато теперь у вас есть свой собственный фонд в Национальном центре дизайнерного наследия, и вы были победителем одного из наших конкурсов кинолетописи Якутии. Да, это было в 2014 году, как раз за работу о фильмах на тему полярной авиации. Ой, как здорово, я даже не знал, что я... Ну, приятно, потому что, ну, как всегда приятно, когда оценивают твою работу. Ну да, потому что это очень большой массив, раскрывающий неизвестные страницы, скажем так, воздушного транспорта Якутии. Ну, скажите, а вот какой из ваших фильмов вам дался наиболее тяжело? Самые большие сложности, когда возникли? Наиболее тяжело, наверное, «Полет сквозь время». Вот этот самый фильм, который мы смотрим. Да. И еще, нет, 2 фильма, наверное, и «Алсип». Там были ветераны. Они уже болели. И вот шло так, что я, в общем, сказал, давайте-ка вначале ветеранов снимем. Ну, мне и оператор, и режиссер говорят, ну, вот что-то, потом мы их отснимем. Вот все. Я говорю, нет, давайте ветеранов в первую очередь. Не знаю, черт, что может случиться. Благодаря вам мы теперь видим на экране, как начиналась авиация Якутии, кто в ней работал. Это, конечно, большой труд, большая наша благодарность вам. И скажите, вот, допустим, с кем из операторов вам приходилось работать? Ну, первый оператор был у меня Юра Бережнев. Начинал я с ним. Потом с Виталиком Захаровым. Вот. Ну и так потом Влад Григорьев, Роман Слепцов. Ну и наш оператор. Ну вот этот оператор, вот, как же у него фамилия, это Виктор. Не Бортовский? Да, Портовский. Ой, как я с ним намучился. Знаете, почему намучился? Потому что он, самолет, все, идет на взлет уже, он стоит, вот, говорит, пропеллер, он лезет под него, ложится и снимает снизу. А это вообще все в порту, там, и я, у меня сердце аж заболело. Ты что делаешь? Ты куда лезешь? Это же нельзя. Мало того, мы в Мирном снимали, там кто-то говорил, что над ямой не пролетают ни птицы, ни самолеты, ни вертолеты, яма засасывает. Это вот Мирнинская. Мы летали снимать эту яму сверху на вертолете. Так там сделали такой... ограничители, открыли дверь,
Так я его держал за ноги, он туда аж прямо вываливался. Я говорю, ну что ты, Витька, делаешь? Ну что ты вот точно меня в могилу сведешь? Он говорит, ну вот, понимаешь, оператор, такая работа, им нужно снимать так вот, чтобы вот хороший кусок отхватить. Я говорю, ну не до такой же степени, чтобы всех с ума сводить. Кого вы привлекали к монтажу ваших фильмов? Ой, у меня звук Сережа Ярманов постоянно делал. Ну, Влад Григорьев, Рома монтажировал, Слепцов. Но всех, там много еще с кем. Но всех лучше, это бесподобно, это Сережа Зверев, Сергей Арсеньевич. Ну, это раньше был Сережа, сейчас они все взрослые, так Сергей Арсеньевич, Юрий Степанович уже раньше был, Сережка Юрка. Ну вот, с ним сидеть, мы друг друга понимаем, просто сидим, потому что это монтаж, это так нудно, так это просматривать одно и то же, потом это сидишь и думаешь, какой это взять, какой кадр туда. С Сережей как будто бы ему даже он говорит, это, я говорю, да, это, он, это не надо. Или я ему говорю, как будто понимали, и мы так быстро с ним на монтаже сидели, вообще, я просто восхищенный, ну вообще профессионал великий. Ну, у вас неплохая команда всегда была, и операторы, и монтажеры. Все сейчас люди с именем в якутском кино. Да, они сейчас... Скажите, вы, наверное, и в авиации свой человек сейчас, да? Я знаю, что у вас есть награды, которые были за определенные фильмы. Да, есть благодарности, награды есть и от правительства, от разных организаций, министерств. И да, у меня есть 3, по-моему, диплома, или как это? Да, диплома, по-моему, это имени Кузьмина. Ими награждают в авиации у нас очень редко и за большие заслуги. Вот меня наградили 3 раза, по-моему. Но вы снимали не только летчиков. У вас есть фильмы о военкомате, да, о военном комиссариате Якутии, есть фильм о транспортной полиции. Так что там наверняка тоже вас знают и помнят. Но действительно, в фондах Национального центра визуального наследия работы ваши фильмы о якутской авиации, это, конечно же, большой очень пласт истории. Просто спасибо вам за вашу работу. Благодарю, что вы пришли к нам в студию. Всего вам доброго.